Победа – долгожданное слово, однако оно отдается в наших сердцах эхом чудовищных событий. В день празднования 31-й годовщины освобождения Сухума на улицах столицы многолюдно и со всех уголков слышно слово «Аяйра». Этот день – один из самых главных и любимых. Многие одевают военные костюмы как символ истории народа. На площади Багапша буквально царит атмосфера праздника. Здесь на представленных картинах флаг Абхазии, цветы, солнце, голубое небо. Одним словом, все то, с чем дети ассоциируют День освобождения Сухума. Тем временем на площади выступают учащиеся столичных школ, а вокруг них взрослые дети, которые с восторгом наблюдают за происходящим. Около 80 учащихся школ Сухума в соответствии с планом военно-патриотического воспитания приняли участие в мероприятии. Оно проходило не как конкурс, а как праздник. В рамках программы школьникам и всем желающим были продемонстрированы образцы стрелкового оружия. Курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны подробно рассказывали о каждой детали. Сегодня на данной выставке мы представляем вашему вниманию орудие под названием АГС-17. Это 30-мм автоматический гранатомет, предназначенный для поражения живой силы противника, также огневых средств противника вне укрытия. Был разработан в 70-х годах. Общая масса данного орудия составляет 31 кг, масса станка 12 кг, короб входит 29 снарядов ВОК-17А, также бывает ВОК-17М. Администрация города Сухум подарила юным талантам возможность продемонстрировать свои навыки и украсить этот важный для сухумчан день. Но мы в соответствии с планом военно-патриотического воспитания ежегодно проводим мероприятия по случаю празднования как и освобождения города Сухум, так и 30-й годовщины. Также и каждый месяц у нас спланированы ряд мероприятий, конкурсов. Вот у нас сейчас в следующем месяце по плану к Дню вооруженных сил, 11 октября, на площади Свободы планируется проведение конкурса «Смотра строя и песни». Там планируется привлечь количество участников 208 учащихся школ города Сухум. Они будут соревноваться между собой по строевой подготовке. Добрые пожелания звучат отовсюду. С Днем освобождения Сухума поздравили горожан мэр столицы Беслан Эшба и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Разрешите мне от имени администрации города Сухума, от себя лично, поздравить с Днем освобождения города Сухум в Отечественной войне народа Абхазии. Пожелать вам мирного неба, здоровья крепкого, успехов в учебе, в жизни, чтобы те навыки, которые вы приобретаете, сейчас я хочу сказать, в военном деле, вам были на пользу только для поддержания здоровья и никогда не применялись на практике. Мы с Бесланом Федоровичем сегодня обсудили, что будем продолжать наше сотрудничество, углублять его именно в рамках школьного обмена и мероприятий патриотической направленности. Есть серьезный проект по развитию нашего лагеря «Хочу стать десантником» на территории Абхазии, на территории Сухума. Я надеюсь, что еще больше сухумских и нижегородских ребят будет вовлечено в этот проект. Да, небольшой сувенир привезли ребят, кто был в лагере «Хочу стать десантником». Здесь каждые именные рюкзаки. Содержимое, я думаю, интересное, хотя, честно говоря, не знаю, что внутри, но попросил, чтобы было интересно. Чуть дальше у драмтеатра были выставлены около 40 фотографий. Это «Война и мир», «Сражение и победа». Увидеть своими глазами, пусть не вживую, а на бумаге, лица тех, кто подарил нам свободу, надежду и будущее. Фотографий здесь общее количество 37. Мы ходили в Государственный музей, попросили у них фотографии, оцифровали их и напечатали на вот в этом белом картоне. Каждый год эта выставка очень популярна не только у местных жителей, но и у гостей. Они очень много задают вопросов, говорят, что они видели это здание, спрашивают, интересуются историей. А на мини-футбольном поле состоялся товарищеский матч по футболу между командами ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Федерация футбола при поддержке администрации города Сухум несколько лет проводит такую встречу ветеранов Западного и Восточного фронтов, рассказал президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа. В принципе, собираются, все между собой общаются. Собрать их не так сложно. Самое главное – дать возможность
дать почувствовать праздник. Сегодня пришла молодежь, к сожалению, ожидалось больше, но такая праздничная атмосфера из года в год у нас получается. Горд сегодня стоять не первый раз на таком торжественном матче. Будут играть защитники Отечества. Я вам желаю в дальнейшем, вам лично, и вашему роду, и вашим детям, чтобы они только играли и побеждали на пьедесталах спортивного мира. День Победы – это праздник счастья и радости, боли и грусти. И в нашей стране нет семьи, в чью историю война не была бы вписана черными датами. Шазина Ханагуа, Константин Парулова, Аляс Амичба, Абхазское телевидение.